Еще один нюанс разговорной речи, который может вызывать вопросы у человека, освоившего грамматику бурятского языка, это непонятные глагольные окончания. Например, во фразе «мяхашана тиш», которая означает «свари мясо». Классическая фраза «мяхашаныш» никаких вопросов не вызывает, но откуда же в разговорной речи берется окончание «а-тиш»? Для того, чтобы это понять, применим уже известный нам прием восстановления полной фразы. В данном случае это «мяха-шанат ортиш». Разберем ее по частям. Мяха, понятно, это мясо, шанат – это разделительное деепричастие, которое образовано от уже известного нам глагола шана со значением «сварить». А разделительное деепричастие шанат передает смысл предварительного действия, то есть «сварив». Основное действие – ортиш. Его основа орти или орхи или орси. В разных местностях говорят по-разному, а его значение – оставить, бросить. Соответственно, мяха шанат ортиш буквально можно перевести как «сварив мясо, брось или оставь». Ну, конечно, в таком словосочетании дословно переводить его не следует, поскольку этот глагол употреблен в своем вспомогательном значении. В данном случае он лишь придает интенсивности действию шана. То есть, если мяха шаныш – это «свари мясо», то мяха шанат ортиш или мяха шанат тиш можно перевести с помощью жаргонного слова «сваргань». Достаточно понять эту логику, и такие распространенные бытовые выражения, как «ууде хатиш» – «дверь закрой», «сеу тиш» – «выпей чаю», «хада тиш» – «прибей», «уго тиш» – «повесь», «мартахёб» – «совсем забыл», вылетел из головы, «урбуль тё» – «перевернул» и так далее, не будут вызывать у вас никаких вопросов. Кроме того, вы в очередной раз убедитесь, что логика разговорного бурятского языка не менее строгая и конкретна, чем логика грамматического бурятского языка. Осваивайте бурятский язык. Дахим узатра барьте.